Обычный народ устал ждать и начал действовать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что в ближайшее время ожидать властям Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. На фоне многочисленных фильмов и передач по ТВ Бадахшон относительно последних событий в Хороге представители гражданского общества ГБАО запросили у властей 30 минут эфирного времени для своего выступления. Мы обратились с ходатайством к исполняющему обязанности председателя области Алишеру Мирзанаботу, председателю комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан Нуриддину Саиду и руководителю управления телевидения и радиовещания ГБАО Шади с тем, чтобы представителям было выделено 30 минут эфирного времени на местном канале, сообщил пресс-секретарь группы 44 Худжамри Пирмамадов. В связи со сложившейся ситуацией в ГБАО и отсутствием интернета, возникновением в обществе всяческих слухов, мы, представители гражданского общества, считаем важным выступить по ТВ Бадахшон и высказать свое мнение о нынешней ситуации и призвать жителей не верить всяким слухам и вести обычный образ жизни, продолжил он. Как вы относитесь к тому, что таджики уже в последнее время действительно начали брать все в свои руки? И как вы думаете, правильно ли они это делают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мы убеждены, что наше выступление будет способствовать дальнейшему укреплению спокойствия в обществе, поэтому просим выделить нашим представителям 30 минут эфирного времени на ТВ Бадахшон. Мы уверены, что в нашем обществе существует свобода слова, и каждый человек может свободно высказать свое мнение, процитировал текст обращения Пирмамадов. По словам Пирмамадова, ответ на свой запрос они ожидают в течение 3 дней. При этом Пирмамадов отметил, что ответ на свое предыдущее обращение на имя председателя Верхней палаты парламента Рустама Эмомали они еще не получили. Данное видеообращение было озвучено 19 декабря. В нем группа 44 просит Рустама Эмомали вывести ситуацию из-под контроля силовых структур и взять под личный, так как действия этих органов могут пошатнуть мир и спокойствие в области. Местные корреспонденты попытались получить комментарии у руководителя управления телевидения и радиовещания области, однако от каких-либо комментариев он отказался. А как вы относитесь к таким действиям народа, которые просто хотят сказать свою правду, а не ту, которая нам пытается вбить в наше правительство? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы думаете, им выделят это время? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.